Кемеровской области объявлен траур. В Якутске почтят память жертв трагедии Молебном. Движение ограничено. На федеральной трассе Лена большое количество осадков. Смотреть на жизнь с оптимизмом. В Алекминске прошла спартакиада для инвалидов. Это новости в прямом эфире, в студии Юлия Великодная. В Москве жители столицы несут цветы к представительству Кемеровской области при правительстве Российской Федерации. Люди скорбят всей страной, зажигают свечи. Работают журналисты не только из России, но и заграничные СМИ. В храмах Якутска состоятся молебны по погибшим в Кемерово. По благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа сегодня во всех храмах Якутска будут совершаться молитвы об упокоении душ погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре в городе Кемерово. Панихида пройдет в Преображенском кафедральном соборе в 15:30 по местному времени. Вообще это такая, можно выразиться, общецерковная практика молитвы взаимной. Очень хочется, во-первых, просто поддержать людей, которые пострадали, у которых погибли или пострадали близкие. И, кроме того, в общем, наш священный долг, на самом деле, молиться о погибших. Мы хотим их тоже поддержать своими молитвами. В торговом центре Якутска пожарные выходы оказались заблокированы. Корреспонденты Якутии-24 осмотрели пожарные выходы крупных торговых центров. В связи с происшествием в Кемерово в столице региона проверят торговые центры. Такое поручение дал руководитель региона Егор Борисов. Сотрудники МЧС уделят внимание пожарной безопасности объектов, в том числе состоянию эвакуационных выходов и работе сигнализации. Подробности нашей собственной проверки смотрите в вечерних выпусках новостей. На федеральной автодороге Лена ограничено движение больших грузов и маршрутных автобусов на участке дороги от 475 до 626 километра. Как передают в ГИБДД, ограничения введены из-за снегопада и сильного гололеда. На участке выставлены дополнительные наряды ДПС. Работает дорожная техника. Водителям легкового транспорта рекомендуют использовать колеса по сезону, пристегиваться ремнями безопасности и не допускать необдуманных маневров. К другим темам: ожоги третьей степени из-за горячей воды из крана. Пожилая женщина попала в реанимацию. Соответствует ли нормам Санпин температура воды в кранах жителей столицы республики, разбирался Александр Зубехин. Из ванны в реанимацию. Наталья Ярославцева принимала ванну у себя дома на улице Октябрьская. Что дело закончится вызовом скорой помощи, ее близкие не могли и подумать. Ситуация усугубила то, что живет пожилая женщина одна. Пыталась выйти из ванны, подскользнулась и всем весом упала на кран. Кран отломился, и кипяток маму очень долго, видимо, поливал, поэтому у мамы очень сильный ожог. В этом месте Наталья Ивановна подскользнулась, упала и сломала кран. Именно с этого места хлынул поток горячей воды, который нанес ей травмы. Уже третий день женщина в реанимации. Ее дочь уверена, если бы горячая вода в кране соответствовала нормам, ничего плохого бы не случилось. Либо воды горячей нет, она ледяная из горячего крана идет, либо это бурлящий кипяток идет из крана. Поймать, когда это происходит, смена этой воды, практически невозможно. Соседи подтверждают, температура горячей воды в кране непостоянна. Бывает, вообще кипятка нет. Можно ли получить ожог горячей воды из крана? За комментариями мы обратились к экспертам из медицины. Человек может получить ожог от горячей воды 60 градусов и более, если он длительное время находится в этой горячей воде. В секундах это кипяток, который 90 градусов и выше, и 100 градусов. Как долго находилась женщина в ванне с горячей водой, мы не знаем. Но есть факт, что ожоги она получила именно из-за воды в кране. А управляющая компания, которая обслуживает данный дом, от комментариев по ситуации уклонилась. Александр Зубехин, Павел Пахомов, Якутск.
8 якутян стали кандидатами в наблюдательный совет Алроса. Об этом говорится в сообщении компании. Всего в списке 18 человек, в числе которых Егор Борисов, министр имущественных и земельных отношений Якутии Евгения Григорьева, генеральный директор республиканской инвестиционной компании Петр Алексеев. Также в список вошли выдвинутые правительством России министр финансов страны Антон Силуанов, генеральный директор Алроса Сергей Иванов и руководитель Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков. В компетенцию наблюдательного совета входит решение вопросов общего руководства работой компании. Реализацию года содействия занятости населения и приоритетного проекта «Местные кадры в промышленность» обсуждают сегодня на выездном расширенном совещании. Оно проходит под руководством зампреда правительства Якутии Алексея Дьячковского в поселке Нижний Бестях. С участием Госкомитета занятости республики, представителей промышленных компаний и глав районов. Оксана Устинова готова рассказать подробнее. Добрый день, Юлия. Участники совещания обсуждают основные вопросы занятости населения и привлечения местных кадров в промышленные и производственные предприятия. По словам вице-премьера Якутии Алексея Дьячковского, сейчас система образования не готова обеспечить потребность промышленных компаний. Поэтому к 2022 году средние и специальные учебные заведения должны перейти на дуальное образование, то есть на практикоориентирование. На данный момент в таком формате работают 9 профобразовательных учреждений. Председатель Госкомзанятости Республики Степан Москвитин ознакомил с ходом реализации года содействия занятости населения, задача которого трудоустроить не менее 22 тысяч граждан. Основное внимание уделяется трудоустройству на селе, в Арктике. Также активно реализуется проект «Местные кадры в промышленность», по которому во всех районах уже идет подбор подходящих кандидатов. В рамках совещания состоится подписание соглашения Госкомитета по занятости Республики с несколькими компаниями по привлечению местных кадров в промышленность. Ну а во второй половине дня эти компании приступят к подбору подходящих работников из числа жителей Мегино-Кангаласского и Хангаласского улусов. Всемирный день театра, международный праздник, отмечается 27 марта. Спустя 40 лет на сцене старейшего театра Якутии снова поставили спектакль по пьесе Антона Чехова «Чайка». Именно так культурный праздник отмечает Русский драматический театр имени Александра Пушкина. Другим событием, которым поделится Русский театр, будет торжественная презентация книги. И также в этот день театр отметит юбилейную дату Александра Лобанова в должности директора. В свое время, в 1992 году. Знакомство с театром у Александра состоялось в раннем детстве, когда мама приводила сына за руку на сказки и спектакли. После он пошел в театральную студию при школе и на всю жизнь влюбился в этот вид искусства. В свое время, в 1992 году, была на базе театра открыта студия. Это филиал школы-студии МХАТ. Олег Павлович Табаков, небезызвестный, открыл филиал школы-студии. Я поступил и закончил вот именно этот первый набор филиала школы-студии. Проработав в актерском составе, Александр возглавил коллектив театра. Труппа оказала ему доверие, учитывая не только принадлежность к прославленной школе актерского мастерства, но и продюсерский опыт Лобанова. На тот момент он уже имел опыт создания театрально-концертного агентства при театре. Именно там и приобрел первые практические навыки в сфере управления современным театральным производством. Много чего сделано за эти годы. Я считаю, что на сегодняшний день труппа очень укомплектованная. Есть хорошие актеры, на которых ходит свой зритель, которых всегда спрашивают. Вот, приходите на кассу, а вот занят тот или иной актер. Это, конечно, не может не радовать. Русский театр сейчас востребован. И какая-то толика все-таки то, что эти годы руковожу, нахожусь у руля, я думаю, все-таки есть и моя заслуга. У театра большие планы. На спектаклях Русского театра выросло не одно поколение. Люди ходят в театр, приводят детей и внуков, а это значит, что у театра есть будущее. Кристина Якупова, Семен Семенов, Якутск. Создание художественного образа и развитие литературных жанров. В Якутске началось 21-е республиканское совещание молодых писателей. В нем принимают участие более 60 начинающих литераторов. Среди них есть представители объединений из Горного, Мегино-Кангаласского, Алданского и других районов. Семинар будет работать по 6 направлениям. Также запланированы мастер-классы известных писателей и вечера поэзии. По итогам работы семинара назовут имена лучших авторов, чьи работы получат рекомендации к публикации сборника лучших произведений начинающих писателей.
Смотреть на жизнь с оптимизмом, видеть ее светлые стороны, уметь радоваться каждому дню. И все это далеко, чему можно поучиться у людей с ограниченными возможностями. На днях они покоряли спортивные высоты Алекминска. Живо и весело. На настоящем позитиве прошла спартакиада для людей с ограниченными возможностями здоровья. В первую очередь участники поразили своим стремлением. Село Харинцы не смотрели на дальнюю дорогу. Собрались за один вечер и победили. К ним и уедет переходящий кубок. В селе Тако тоже уверены, ограниченные возможности – не совсем верное трактование. В числе участников Сергей Семенович Сташков. Некогда он сам был непременным участником всех соревнований, да и сейчас. Несмотря на свои 70 лет, об этом он говорит гордо, даст фору любому. Раньше был учителем физкультуры, поэтому со спортом не хожу так. Как соревнования вызывают, я иду, не отказываюсь никогда. По всем видам участвую, между прочим. Район защищал раньше молодой. По биатлону, по борьбе, по капсагаю. Я сам чемпион республики двукратный по биатлону. Я себя не считаю ограниченным. Как они делают, и такие вещи я делаю. Например, я дрова сам заготавливаю, печкой топим. Заводы сам хожу. Так что на них наравне живем. Даже некоторых даже лучше. Мария Коржова убеждена, таких встреч надо больше. В этих людях огромный потенциал и стремление быть в центре событий. Очень рады люди, которые приезжают к нам сюда и ждут этих. Это праздник для них, это окошечко для них. Они все время ждут, все время спрашивают и едут с большим удовольствием к нам сюда заниматься спортом. Как сказала одна из участниц, мы точно такие же, но еще более позитивные. Мы уже тоже люди, как бы сказать. И мы намного лучше, чем здоровые люди. Без ограничений, как бы сказать. Мы оптимистичные люди, как бы сказать. Уверенные в себе. Выиграть, выиграть и выиграть. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Таковы новости к этому часу.